Почему мы решили про это рассказать? Потому что, может быть, если у кого-то будут идеи, то можно, как вот вы знаете, говорить, где мы можем объединиться. Да? То есть, это вот когда у нас появилась идея, которую мы хотим воплотить, пока ищем средства на это. Вот, это изготовление визуального руководства по адаптации, изменению климата и устойчивое использование пастбища. Сейчас я еще покажу. Значит, целью этого руководства является предоставление информации для различных групп пастбищных пользователей, вот, которые то есть людей, которые так или иначе владеют нашими вот этими пастбищными ресурсами, особенно это касается того, что в системе изменения климата. Значит, что и также мы хотели бы показать, какие рекомендации в тех условиях, которые у нас есть, да, условия изменения гидрорежима, условия изменения температурных режимов, какие проблемы могут возникать и как вообще этот процесс более рационально использовать. Ну вот что надо сказать, что в Кыргызстане произрастает около 2%. Почему мы выбрали пастбище? Потому что вы сегодня помните, что Митюбальц рассказывал по поводу тех вопросов, что у нас было 80%, 60% территории естественной экосистемы, и сейчас они начали деградировать, и вот эти именно деградирующие экосистемы, это как раз пастбище есть, да? И сейчас это около 2% мировой флоры, что достаточно много, поскольку у нас только очень небольшая территория, ну вы понимаете, да, у нас очень небольшая территория, но с горной складчатостью, да, и поэтому тут у нас имеется очень много разных типов экосистем, в том числе травянистых экосистем, спасибо, в том числе травянистых экосистем, вот, и это естественные кормовые угодья, и они расположены причем, смотрите, на очень такой высоте от 600 до 4000 метров, и почти 4,1 миллионов гектар, да, то есть занимает, это достаточно большая территория. Вот. Ну и еще очень важно сказать, что очень большая часть населения нашей страны, да, то есть это 5 миллионов, то где-то, практически большая часть, около 4 миллионов по расчетам, зависит именно от вот этой вот пастбищной, здоровья этой пастбищной экосистемы. Да, то есть, и поэтому нам было интересно показать вот эти вот структуры. Еще что здесь важно, вот это следующий слайд, это экологические основы жизни пастбищных сообществ. Вот, я не знаю, достаточно хорошо видно, но по крайней мере тот график, который вот этот вот более темный, да, то есть это там система перевыпаса, да, то есть вот здесь желто-красный, вот этот вот, то есть красный это сильный перевыпас, да, то есть мы будем считать, что это зеленый, желтый, красный, да, то есть вот на этой стрелочке показано. И очень интересно, что оказывается, когда пастбища стоят сами, когда луговые экосистемы, я буду говорить луговые экосистемы для нас, пастбища это приблизительно одно и то же, то есть потому что мы луговые экосистемы используем для выпаса скота, да, и поэтому мы становимся пастбищами. Так вот, есть очень интересная такая тенденция, что нагрузка на луговые экосистемы, если нагрузки, если они не используются как пастбище, скот не поедает траву, да, то вы понимаете о том, что продуктивность тоже снижается. То есть вот этот вот график, он показывает, что продуктивность снижается. И вот здесь средняя правильная нагрузка на луговые сообщества. То есть можно найти такое соотношение, когда скажем так, вот этот график показывает о том, что при этом идет у нас увеличение, да, то есть на увеличение выпаса на этих, но продуктивность растет. Вот это очень интересный такой эффект. Почему? А потому что происходит естественная экосистема, да, о том, что нам говорили, она строится из многих трофических уровней. И если мы вот этот верхний трофический уровень питания в виде животных туда запускаем, то и, соответственно, продуктивность повышается. Но здесь очень интересный переход, самый интересный между вот этой второй фазой и третьей, да, то есть
нагрузка на луговые сообщества и интенсивная нагрузка на луговые сообщества. Там начинается другое. То есть если мы перевыпасаем, если этих животных гораздо больше и не переедаем, то продуктивность начинает падать. Понимаете, да? То есть вот этот вот совокупность, то есть оно как бы начинает разрушаться. Соответственно, что здесь очень интересно, что мы хотим показать, я дальше покажу, почему так долго остаемся на этом слайде, мы хотим показать, что вот обращайте внимание на ту нагрузку, которую вы можете производить на этом луговом сообществе. И вот здесь очень интересная связка, которую мы выявили с традиционными знаниями, потому что испокон веку вот те знания, которые передавались из уст в уста, да, то есть, конечно, они может быть, имели под собой такую сильную научную подоплеку, да, то есть, но важно, что вот это понимание того, что вот столько пасешь хорошо, а вот столько уже плохо, да, то есть, оно все время присутствовало. И вот это именно то знание, которое Григорий Отечественный сказал о том, что когда академиков, одни академики без молодежи плохо, а когда одна молодежь без академиков, то вообще страшно, да, то есть, тут вопрос в том, что в том числе вот в этих знаний. И проблема в том, что сегодня, что у нас происходит, не очень понятно, как, то есть трансляция нарушена, да, то есть кто становится этими чабанами или как эти сообщества формируются, вопросы как бы остаются, мы хотели бросить как бы вот уже вот немножко по-другому повернутые эти знания, понятно, да, то есть об этом здесь теме. Сейчас покажу, как мы думаем это сделать, да, что я нажимаю. Вот. Я хотел показать еще очень интересный такой момент, это вот, ну, это может быть видно, да, вот эта вот линейка показывает состояние как бы экологического лимита, то есть как бы вот это, вот если вот этот вот уровень не пройден, да, то есть как бы то видно, то есть у нас получается норма нагрузки и нагрузка на... Ну хорошо, то есть вот эта линия, да, то есть она показывает норму нагрузки, то есть как бы если, собственно говоря, это то, что было у нас на втором графике, да, то есть если переведена эта нагрузка, то, соответственно, уже начинается снижение продуктивности на этом пастбище. И вот посмотрите, какая интересная у нас здесь графика. Вот это получается вот Чуйская область, вот это Ошская область, видите, Ош, Чуй, и получается Баткен, то есть юг весь перевыпас. То есть у нас, несмотря на то, что считалось, что там в Советском Союзе был перевыпас, это данные последние, причем мы брали национальные данные, да, то есть мы соотносили продуктивность поголовья, откуда расчет этот взялся, да, и, значит, причем здесь я должен сказать, что мы работали с Михаилом Пенкиной, это из Гебразем, я вхожу из института, то есть, ну, достаточно научно такой обоснованный получился подход, да, и вот, смотрите, получается, что у нас фактически только Нарынская область, как ни странно, еще не дошла до своих вот этих пределов лимитов. И поэтому по стране, да, общая вот эта цифра, вроде мы находимся в некоторой зоне. Но вы же понимаете, что это каждый раз катастрофа может перейти. То есть вот эта вот история, знаменитая история с прудом, который зарастает кувшинками, говорят о том, что эмерджентные ситуации, да, то есть они очень быстро могут накопиться. Я просто приведу пример, потому что в любой момент может вот эта лимитная ситуация перейти, и деградация пойдет краеугольным камнем. Вот представьте себе, что вот есть пруд, и каждый день, значит, популяция кувшинок, которые, значит, растут на этом пруде, увеличивается вдвое. Да, то есть вот каждый день. И один день проходит, значит, увеличение популяции, второй день увеличение популяции, третий, четвертый, пятый. Там на 8-9 день, значит, половина пруда заполнена кувшинками. Вы понимаете, что происходит на 10-й день? На 10-й день весь пруд, понимаете, там это шло одним образом, то есть для того, чтобы половина пруда заполнилась, нужно было 10 дней, 9 дней, скажем так, да? Ну, условная цифра, чтобы просто иметь представление. И вот этот вот удивительный момент, да, то есть, который для экологических систем, ну, самый важный, да, в этом задаче, вы понимаете, что вот были мало этих вот, там, например, вредителей, да, в какой-то момент раз,
их стало гораздо больше. То есть вот этот вот переход. То есть, представьте, и там получается, что весь пруд заполняется кувшинками за один день, да, то есть как бы, и вот уже ситуация совершенно изменяется. Вот. То есть надо понимать, что у нас вот этот катастрофические моменты могут наступать в любой момент, и нам надо очень быть осторожными с этими вещами, поэтому переделка самой системы природопользования очень, мы в этом очень нуждаемся. Вот. Ну и еще дальше я расскажу. Это вот, значит, что здесь просто показано современное состояние пастбищ, да, то есть вот я хотел просто сказать о том, что у нас есть разные типы пастбищ, и при этом обратите внимание, что наибольшее количество у нас летние пастбища, вот, весенние-осенние пастбища, да, то есть как бы чуть меньше, и зимние пастбища. Но что мне очень интересно, что используют, то есть наука знает об этом, старики, то есть традиционные знания об этом. А что происходит в реальности? Я прошу прощения, колдыре, то есть какой бы там ни было пастбище, пасем. Понимаете, да? То есть не разбирать, что на летнем надо пасти летом, а на весеннем надо пасти весной. Мы пасем, где получается, как получается. Просто простой пример это зимних картин, да, то есть когда мы едем, да, то есть это вот кошары, вокруг них все выедено, да, то есть потому что нет сил на то, чтобы, ну, сил там, это же организационные усилия для того, чтобы повести выше, потому что летние пастбища выше, да, там трава другая, ну, я много могу про каждый элемент рассказывать, логику нам надо понять, да, то есть о том, что удобно пасти где-то вот здесь близко, в предгорье, а предгорье это определенные типы пастбищ. Вот, например, сенокосные пастбища у нас это только лесные угодья, да, то есть, а там тоже проблемы свои хватает. Я за день рассказал, что когда был руководитель нашего госуслуга, там он прекрасно разбирался с этими рядом организованных заповедников и тем, что можно изымать. Потому что в заповедниках, да, косить надо в какой-то степени. Или там должно быть много этих же животных, или надо косить. Поэтому мы как раз и говорим, что на это тоже надо обращать внимание на сенокосные пастбища, да, то есть как бы, вот, но очень важно научиться их различать, чтобы те люди, которые, ну, собственно говоря, задействованы в этом, ну, давайте слово английское используем, бизнесе, да, в этом деле, то есть различали эти вещи. Вот, это, соответственно, одна из задач, и я надеюсь, что мы эту информационную кампанию выстроим. Так вот, я хочу вам показать еще одну очень важная особенность, и она связана в том числе и с типом природопользования, и с тем, что еще, наверное, будет накладывать свой отпечаток изменения климата. Так вот, у нас, если склон 30 градусов, ну, в смысле, около 30 градусов, ни в коем случае на нем нельзя, распахивать нельзя. По очень простой причине, потому что этот наклон, он не восстанавливается, да, то есть это будут, значит, мы запускаем эрозивные процессы. То есть, если 30% склон, это место надо оставлять пастбищем и не делать его полем. Понимаете, да? То есть, а на юге у нас очень часто, вот если кто-то много путешествует, видите о том, как, собственно говоря, вот, эта система, ну вот она картинка, здесь немножко светлая, она очень красивая, то есть вот там зеленая, а вот это как бы черные такие пятна, ну, будем немножко воображением пользоваться. Да, то есть, и при этом, смотрите, вот эти склоны, вот они, они явно больше 30, да, то есть, соответственно, вот отсюда вот все потечет. То есть, год мы еще там порастим что-то там, да, то есть, допустим, там, или что-то, да, а потом это все превращается в эрозивные процессы. Вот это место, которое мы хотим тоже как-то остановить, о том, что давайте думать о том, как в этом смысле так пользоваться, чтобы оставлять то, что положено быть пастбищем, пусть будет пастбищем, то, что положено быть, ну или может быть, скажем так, полем, пусть будет полем. Опять же, смотрите, я все время нахожусь в системе принятия решений, да, то есть как принять решение. Вот давайте посмотрим дальше, что получается. И вот в результате этих склонов, ну вот это вот тоже рытвенные рыки, да, то есть образуется, то есть это просто у нас вся вот эта вот, значит, вот это изъеденные эрозивные склоны, мы едем в Аткенскую область, едем красиво, конечно, выступы, но они не зеленые. То есть эти красивые белые там эти горы, да, то есть как бы они видно, что горы деградированные. Более того, мы что далеко ходим, что на рынок. Да, вы обращаете внимание, вроде бы какая-то зелень есть, да, то есть как бы там
вот вы заедешь, что-то, наверное, скажу, как вот от города отъезжаешь. Я просто помню разницу того, когда вот, вы знаете, учился в Москве, а мы здесь, тихо, но практика у нас была как раз, ну, биологическая практика была в том числе и человек. Я помню, что мы встречали там еще этих краснокнижек, виды там богомолов пуза и так далее, да? Сейчас практически ничего этого нет. И что мы можем видеть? У нас везде вот эти вот заросли розы каканской, да, то есть шиповников, да, мы условно говоря, да, то есть там они разные бывают. Желтые, да, везде практически мы видим под свечами крапиву. Абсолютный показатель деградации экосистемы. Ну, ничего тут не поделаешь. Как Витя сегодня говорил, птичку не обманешь. Если там завелся вот этот щапик конский, понимаешь, да, если там везде вот это крапива, это значит, экосистема находится в состоянии уже полного обморока и вообще близка к этой деградации. То есть у нас просто остался один шажок для того, чтобы началась эта стадия. Почему это важно? Потому что если мы не понимаем, как оно живет, как это единый организм, да, то есть сегодня рассказывали, ножки оторвали, ручки оторвали, хвостик оторвали, в целом оно вот к этому и будет приводить. Очень важно понимать, что здоровое пастбище выдерживает, это вот докучает уже доказы, да, то есть это система почвообразования, удержание нормальных и множество работ про это было. Почему не обращаем на это внимание? Ну вот так удобно, понимаете, да, то есть вот удобно жить, и тогда решение удобно не всегда правильно, да, то есть вот этот вот момент, он, наверное, самый сложно организованный. Но теперь, коллеги, в чем здесь мои пастбища изменения климата? А вот прямая ситуация, потому что все начнет ухудшаться с этим изменением климата. Я прошу прощения, черт побрал. Да, то есть как бы то есть у нас вот руль вырван, и экосистема, то есть то, что плохо работает, оно будет работать еще хуже. Понимаете, если мы не восстановим эту систему регуляции, не нормализуем это, то есть как бы, начнутся процессы деградации еще более сильно, еще более жестко. Я не буду описывать, презентации есть, можно взять, будет просто посмотреть, что изменение климата в Центральной Азии, просто предполагается, что будет жарче, то есть маринная зона, да, значит, будет меньше осадков, соответственно, что получится? Все поползет вверх. Соответственно, нам отгонные вот эти самые лучшие пастбища, они уйдут гораздо выше. Гнать к ним будет гораздо сложнее, да, то есть, значит, мы будем перенагружать вот эти нижние, низинные, которые ближе к нам пастбища и не использовать тех. Соответственно, прогноз очень тяжелый, то есть будет вот эта вот нагрузка антропогенная, потому что нам надо все-таки кого-то есть, да, то есть она будет расти. Ну вот эта проблема, что я взял второй национальный сообщение, третий национальный не сильно отличается, то есть прогноз приблизительно 4-6 градусов. Для мира 1,5 уже страшно. Мы хотим остаться в рамках 2, вот Бон сейчас говорит, давайте останемся 2-2,5 для мира. Но для страны, да, чуть до 6 и вылетите, да, то есть в пределах административных плюс 2%, и это тоже очень сложно сказать, да, то есть это, как это будет работать. Но что это для нас, для пастбищ? Это мы будем говорить о том, что в соответствии с этим представлением, вот видите, они сдвинутся на 1500 метров. Ой, извините, 100-500 метров, но это много. То есть это целая система, да, то есть она поползет, то, что я говорил, вверх. И это уже большая проблема. Еще одна. Это горный рельеф предполагает, что осадки тоже будут меняться. Да, как бы, соответственно, геоботанические вот эти вот сообщества, они будут менять свой статус, а соответственно могут быть непригодными уже такими качественными и хорошими. Вот. И для вот того, чтобы понять дальше, да, то есть как бы, мы говорим о том, что, значит, что будет поезд на климат, как реагировать будет. Смещаться поезд растительности, увеличиваться будут площади пустынных, полупустынных пастбищ, а соответственно они есть там нечего. Ну, вернее, что-то есть, конечно, может быть не то, что нам надо, да, и поголовье будет, соответственно, не выдерживать. Вот, потери весенних, вот это особенно сложно, что боимся, что в связи с изменением климата будут меняться вот эти эфемероидные, эфемерные пастбища, да, которые вкусные, да, эфемеры, которые превращаются в весной. Но вы обратили внимание на то, что Госзак говорила, что в политике именно это надо учитывать, да, то есть надо строить такие политики, которые будут учитывать вот эти вот компоненты, да.
более-менее, то есть они будут уходить, да, то есть, и здесь проблема, что будут увеличиваться массы вот этих вот насекомых фитофагов, то есть всякая тля и как это называется, которые едят виды саранча, да, виды саранча, да, то есть что их забыл вот, что они значит, будут увеличиться, причем, коллеги, вы обратите внимание, что удивительная история, если рядом с этим кладбищем проходит дорога, да, то есть нам нужна дорога отклонная, то это замечательное место для размножения, то есть мы сами создаем замечательные места для размножения этих самых высших фитофагов, то есть вот в виде саранчей, грибы и так далее. То есть они откладываются потому что свои эти куколки, ну то есть убышки, как они называются, да, то есть если вы видели тараканов, я прошу прощения, которые бегают, у них вот есть такие вот они приблизительно такого же типа, вот дети когда играют, ребенок у него такой яйцеклад, да, черный. Вот они для чего нужны? Для того, чтобы в эту прекрасную песчаную дорогу, она же не покрыта травой, да, то есть, и вот в эти вот откосы, вот отвалы на боковинах дороги, вот туда как раз таки они откладывают свои, значит, яйца и с удовольствием размножаются. Проблема в том, что если экосистема нормальная, они это будут сдерживать, да, потому что там, если это корни травы, там множество есть кому их съесть, а в этой никто их не кушает просто-напросто. Значит, соответственно, с удовольствием размножаются, и начинает тоже есть это нашу с вами кладбище. И значит, у нас еще одна из проблем – это изменение вот этой вегетационных периодов, да, то есть иногда, соответственно, эти соотношения тоже могут поползти, и еще и вся, то есть мы должны говорить, что вся устойчивая атмосфера снизится. Для чего я все эти ужасы рассказываю? Для того, чтобы наши люди, которые принимают решения, должны обращать на это внимание. Прогнозы для того наука и делается, да, вот здесь правильно науки мы находимся, чтобы негативные прогнозы не сбывались. Понимаете, да, то есть вы должны давать негативные прогнозы, на них должны как-то или хотя бы вы должны быть готовы к тому, чтобы, да, то есть что у нас зима на носу, сами, значит, у нас должны тоже быть готовы, да, то есть это старый принцип, но готовность мира к этим изменениям достаточно вызывает сомнения. Еще хочу показать вот интересные моменты, например, это с тем, что вот, по значит, на Рынской области, например, типовые пастбища будут значит, снижаться, да, то есть количество урожайности, ну тут вот я увидите, там описывается, но самое главное, что вот этот вот слайд, вот это вот место, о том, что оно в расчетах Евросоюза будет приносить огромные потери, финансовые, экономические потери. Значит, соответственно, страна будет просто терять эти средства. Это может быть, должны вложиться в систему. Понимаете, да, то есть систему как предупреждения. И вот еще один интереснейший момент, это уничтожение сурков. Вот это второй. Значит, что с одной стороны, да, сурки это зоотропонозы, это проблема там, болезни и так далее. Но если туда лазишь, ну может быть легче не лазить и оставить их в покое. Что сейчас происходит? Сурки, значит, получилось из-за того, что мы уничтожили сурчинные колонии, мы резко снизили устойчивость самой пастбищной экосистемы. Почему? Потому что год от года, особенно климатические изменения, год от года, это в том числе расчеты Джапарича, значит, или скажем, не год от года, год на год не похож, вот так правильно сказать, год на год не похож. В каком плане? То есть то жарко, то холодно, то много дождя, то мало, это не только отражается на наших ГЭС, понимаете, да, то есть воды бывает то много, то мало, соответственно, экосистема это тоже играет свою роль. Но у природы есть вот эта вот глубокая мудрость, хитрость, не знаю как сказать, то есть как бы, что готовность к тому, чтобы если сухой год, растут те растения, которые выносят сушу. Если, наоборот, влажный, то эти, значит, не будут расти, а будут расти те, кто влажный. То есть мы знаем про эти примеры, если законы экологии проходили такой, что или как классическое, да, то есть что тот фактор, который будет лимитирующий, тот и будет, значит, предопределять структуру этого сообщества. Но вопрос в том, а где взять генетический материал к тому, чтобы
те, которые хорошо приспособлены к сухим условиям, вырастали, и те, которые приспособлены к мокрым условиям и так далее. Это разные условия. К холодам, к ветрам и так далее. Разные условия, может быть. Так вот, оказывается, вот эти вот сорти, в том числе, их функция была в этой экосистеме запасать. То есть помимо того, что они же не все съедали, они запасали разные семена. И получается, что у экосистемы был вот этот банк сохранности семян, которые в тот или иной момент начинали работать при изменении условий. То есть в самой системе закладывался принцип сохранения возможности реагирования на изменение условий. Уничтожение, соответственно, колоний привело к тому, что система не может так плавно, драматично реагировать на изменения окружающей среды. Понимаете, и для нас это проблема. То есть пастбищные сообщества, которые не реагируют на изменения среды, это как бы плохо, мы должны реагировать. Да, вот мы с вами высшие живые существа, именно проблема в том, что мы реагируем в ту или иную сторону. То давление повысится, то вот нас на меня посмотрите, то и так далее. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но это все проходящее состояние. Да? А вот если у тебя вот эта реакция нарушается, то, к сожалению, это ведет к другим деградирующим всяким состояниям. Вот. Ну и такая же история с Чуйской областью. Но здесь я что хочу вам показать, что вот смотрите, вот здесь очень интересное вот это вот пастбище, да, то есть вот, видите, вот это вот типчак прелестный, да, то есть или там, например, ячмень, клевер, там, то есть как бы там какие-то еще там что-то, то есть вот красивая вот эта, ну как мы можем сказать, трава, да, то есть как бы вот так по-простому сказать, колосится. Проблема в том, что если нет вот этой вот, значит, то есть если эта трава колосится, мы ее не скосили, например, с одной стороны, или если не было того, кто ее съест, что произойдет? Она упадет, да, вы понимаете? И вот этот остров, он произведет удивительную, то есть он за один год не перегниет. Понимаете, да, то есть и образуется вот такая вот, как бы, дермина, да, то есть шапка, которая, она еще не дермина, скажем, ну слой, скажем так, вот этих вот колосьев, которые упали, да, то есть его специфические условия. И что произойдет? Теперь эти же зернышки, которые упали в эту землю, они через эту землю не прорастут. Понимаете, да? И получается, что начнет изменяться структура этого сообщества. А что будет произрастать, как вы думаете? А будет произрастать молочь, шипю. Например, я сейчас покажу и так далее. То есть другие, то есть карагаты, еще там что-то, да? То есть что, собственно говоря, извините, невкусное, не такое питательное и прелестное. И в этом смысле не на вынос будет проверять изменение структуры самого сообщества. А нам не надо, чтобы сообщество изменялось, надо, чтобы сообщество было пластичным, с одной стороны, да, и выдавало как можно больше продуктивных вот этих вот систем. И еще очень важно, что мы хотим сказать, что очень важно соотношение, вот вы говорите здесь, профессионал в этом, это соотношение пастбища и леса. Потому что если надо сохранить эти опушки лесные около пастбища, мы вырубаем, да, и по экосистеме, все взаимосвязанная система, да, то есть я только про птиц рассказал, там еще масса кого можно говорить. То есть я просто показываю те элементы, на которые надо обращать внимание. Такие, казалось бы, простые. Сохраните участки вот этих исконных экосистем рядом с вашим пастбищем, и оно будет лучше работать. Понимаете, да? То есть вот, пусть его кто-то съест, но не доел ваш конь там это все. Ну пусть это съест кто-то, кому положено там, понимаешь, да, в соответствии с той типом экосистем, где это находится. Да, то есть вот, и вот этот вот, значит, тоже такой принцип, либо скоси, то есть мы рекомендации, как это сделать, либо значит, измени. Вот я как раз хотел показать этот принцип засорения, да, то есть, например, очень интересно, что вот этот вот гадкий борщевик, например, да, то есть, если он вообще инопланетное растение, да, то есть, если не надо, ядовитое может начинать зарастать. Все, это уже не пастбище, это другая система, понимаете? Ну, в смысле, она лук, может быть, борщевиковый лук, но он для нас это просто ядовитое. Вот еще одна история, это караган. Вот эти бобовые, как вот щемю, аконит ядовитый, мы сами знаем, да, то есть когда только против рака его там используют. Щемю, ну да, бобовый, чуть-чуть его поешь, тоже хорошего не будет, не сварению бедных коней там, или овец наших, да, то есть, а вот этот лютик, это вообще фантастическая история, тоже, то, что мы хотим как раз прописать, видать, мы там рассказали, о чем мы будем рассказывать, да, то есть в этой вот пособии. Может быть, надо даже видео сделать, хотел бы с вами посоветоваться, это вот лютик едкий. Оказывается, нельзя вот на эти лютиковые пастбища выпускать, например, утром, потому что они голодные,
будут жрать все это и понравится. А когда он сытый, они будут выбирать и едкий, потому что он едкий, они его есть не будут, и живы останутся. Представляете, какая интересная вещь? То есть если у вас пастбище, значит это же где-то, кто про это знает? Ну только очень хорошие специалисты, вот эти шибаны, но это единицы, да, то есть вот у нас сознание не раньше он воспроизводилось, и аксакал бы сказал, ай-яй-яй, не ходи утром вот на это пастбище, иди вот сюда. А где того, по той течи на все пастбища не посадишь. Хотя не знаю. Может вы планировали заявиться? Тоже может быть. Вместо этих пособий, ну не знаю. Вот, про Илью хотел. Про Карагану понятно, еще один момент расскажу, удивительный. Наш любимый зверобой. Зверобой – хорошее лекарство, Академия наук им тоже занималась, делаем масла и все такое, все замечательно. Вы знаете, что, оказывается, белая корова, если поела это зверобой, то она, извините, уже нет. То есть, как бы все, что есть у тебя есть белые пятна, и вот этот, он и называется зверобой, видите, даже язык нам помогает сказать о том, что он уничтожает этих вот как раз животных, потому что там есть определенные ферментные реакции на солнце. Вот белая шкура, то есть как бы там, то есть тоже, если защищен меланином, да, то есть как бы мелатонин, если защищено, то черный, то есть как бы это другие реакции. А вот если белая, то значит коровы живут. Поэтому, значит, опять же, надо знать, что вот не ходи, маси ее здесь, эту свою белую корову. Понимаешь, да, то есть как бы скажешь зверобой. То есть здесь вот много таких нюансов, которые надо, нам кажется, тоже можно рассказать, да? Вот, теперь, вот как мы видим, мы хотим показать даже пример. Вот я бы даже, знаете, может быть, я бы на чтобы свет, чтобы вы увидели, как это будет красиво. Вот, видите? Как это красиво выглядит, да, то есть сама по себе вот этот вот, ну вот в таком виде хотим издать это виде. Значит, мы говорим, что вот столько голов скота, да, то есть вот это вот чепчаковое прекрасное самое вкусное пастбище, но мы говорим, что чепчак должен стать щемюн, вот этот вот, про который я говорил. Его не надо, он выглядит симпатично, но не вкусный. То есть как бы не надо. И вот мы говорим, когда его надо использовать, да, общие характеристики пастбища и рекомендации по использованию. Вот такие вот страницы, вот это вот, пожалуйста, манжетку, точно так же мы говорим, кто на нем растет, значит, и как этим использовать. Вот, что здесь очень интересно. Смотрите, еще оказывается, профиль того, кого ты выпасаешь, он тоже меняет пастбище. Представляете, какая сложная наука. Потому что, извините, они кроме того, что едят, они обратный процесс производят. Сегодня мы про это говорили. И если это овечка, вы представляете себе, что это маленькие там, детали на карточке, да, то есть у коняшки тоже по-другому устроено, а вот у коровки там лепешки, да, то есть и вот эти лепешки, которые, если этих коров много, они идут, лепешки идут за ними, значит, что происходит? Опять образуется то же самое, вот эта дернина, как на, она же не дернина, а делюга, я бы сказал, да, то есть как бы, то, что закрывает солнце от этих растений, которые будут. Опять же, что мякоть, или там тот же мясная там ложноножка и так далее, или тот же самый чепчак, он не пробьется. То есть как бы наши злаковые через вот такую штуку не пробьются. Кто пробьется, опять по полу, опять шибок или манжетка. И у нас получается из-за того, что мы выпасаем не тот вид животных на этих пастбищах, понимаете, как бы начинается само пастбище превращается в другую экосистему. Для экосистемы это ничего, а для нас уже совершенно другой. И, соответственно, мы говорим, вот этот вот, поэтому картинка, вот здесь она не очень хорошо видна, но сама по себе очень интересна, мы говорим, вот только столько барашков, столько коняшек и столько этих, коров. Понимаете, это очень принципиально важный момент. Я считаю, что если наши слушатели будут понимать, да, то есть местные, то есть вот то, что Нурсат говорил, они смогут построить свои планы адаптации к этому, понимаете, да? Ну вот точно так же мы для разных типов футболов, для осянниц я просто показываю, как вот это будет работать. И последнее, что на чем мы хотим остановиться, это создание вот этих вот зон микрозаповедников рядом с пастбищами. То есть, как вы помните, сегодня принцип цитуля, экосистема от экосистемы. То есть, если мы оставим элементы экосистем старых, вот они. Вот Японию взял, то есть, пастбище, может быть, Япония, самый лучший пойменный луга, это прекрасная, понятно, кормовая база, да, то есть, как бы, то есть, ну, может, это то же самое с горными, и вот мы оставляем старую экосистему, делаем насадку, и можем образовать новую, вот эту вот, новую систему в защите. Ну, принципов много, главное, что
мы уже начали с этим работать, и мы рекомендовали селам самим себе брать вот этот вот принцип создания экосистем, да, то есть сохранение участков исходных территорий экосистем для того, чтобы у них лучше была система производства-предохранения. Ну и самое интересное, что в рамках вот этой вот адекватной системы пастбищ-пользования мы хотим показать, что можно сохранять краснокнижные виды, потому что они входят в систему этих микрозаповедников и пастбищ, и нормальное воспроизводство, потому что перевыпас в первую очередь ударит по этим самым видам, которые самые нежные, да, то есть которых мало, они, собственно говоря, и будут исчезать. Вот. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, это вот, наверное, это самый главный момент сегодняшнего нашего как бы действия, да, и Беврзайтич, и Мик Джапарович, и другие наши выступающие Нурзат говорили, да, то есть о кооперации. Вот. И вот здесь как раз таки мы хотели показать о том, что для того, чтобы климат не менялся с одной стороны, а с другой стороны мы были готовы к тем изменениям, которые уже не избежать, потому что это не связано только с одной там, нашей стороной. Нужны кооперативные усилия. И вот видите, кооперативные усилия разных игроков. Да, с одной стороны, мы, конечно, находимся в храме науки, и это должны быть исследователи наука. Да? С другой стороны, это местные сообщества. С ними надо работать, и вот эти вот программы по работе с местными сообществами, они тоже предельно важны. Здесь же у нас ведется значит, школа, она тоже, вот здесь я знаю, что есть учителя, здесь есть представители нашего, вот, как бы, людей, которые, вот эта информация, если она у нас будет внутри системы образования, потому что старая система трансляции не работает, а в новую систему трансляции мы это не прошили. Медиа. И, понимаешь, да, то есть медиа должны, вот, понимаешь, не только информация о том, кто где крестился и так далее, а вот эти элементы того, что вот там вы можете взять информацию о том, как правильно делать. Понимаешь, вот эти нам надо создать, и слава богу, что с одной стороны, да, интернет это, наверное, зараза, но с другой для детей там и виртуальность и все на свете, но с другой стороны, это может быть и позитивная вещь, да, то есть если там выкладывается позитивная информация, как защитить себя, как выставить, вот мы думаем еще, как сделать вообще такой, ну, как бы, расчетный механизм, да, и вы, может быть, помните, что вот этот грант, я думаю, нам надо взять у китайцев, у японцев, не знаю, норвегов или может быть, даже своими силами, как расчетный механизм. Говоришь, типовое пастбище, я вот его сейчас вот, думаю, что да, то есть, как бы, сколько туда надо внести этих вот, не знаю, там, коров, вот ему тебе дает расчетный механизм, и тогда, например, местное сообщество тоже тебе выдает, и говорит, вот, только мы тебе разрешаем столько только пасти здесь и так далее. И вот эта вот нормализация была происходила. Более того, подобного типа проекты он уже пытался делать на Сусамы. Кстати, достаточно успешно, да? То есть это общинное управление, оно нужно, но не хватает вот этой вот синергии разных игроков. Да, с одной стороны науки, с другой стороны местных сообществ, с третьей стороны нормативки. У нас нормально нет. И самое главное, что это все не прошито информационными потоками. Если мы это все завяжем в единый узел, то я думаю, что у нас будет как бы надежда. И как бы мы будем жить в достойном, хорошем мире, и главное, долго Бог даст. Вот, спасибо за внимание, за принятие.